Have mercy on me, a sinner. Самый крупный в мире айсберг, названный учеными А-68, начал интенсивное движение после попадания в океаническое течение Лэддела. 2 года гигантская глыба льда откололась от антарктического шельфа Ларсенес. Это связано с тем, что за последние годы температура в этой части света поднялась почти на 3 градуса Цельсия, что и вызвало катаклизм. Гигантская глыба была признана учеными самой большой за всю историю научных наблюдений в Антарктиде. По приблизительным подсчетам, его площадь составляет 5800 квадратных километров. Это почти 2,5 Люксембурга. Толщина льда айсберга достигает 22 метров, а масса ледяной глыбы составляет более триллиона тонн. Ученые заявили об опасной тенденции. Отделение огромного фрагмента может запустить цепочку разрушений материнского ледника Ларсен. И когда новые айсберги попадут в теплое течение, это рано или поздно поднимет уровень Мирового океана, что неизбежно мировыми катаклизмами. В этом случае миллионы тонн льда рано или поздно будут отнесены в более теплые воды, где будут растоплены. А это уже, без сомнений, повлияет на мировой климат и повысит уровень океана, затопив многие прибрежные территории. Пока же ученые следят за передвижением А-68 по спутниковым снимкам и радиолокационным датчикам, и констатируют, он сильно ускорился. По их прогнозам, рано или поздно он попадет в антарктическое циркумполярное течение, которое принесет его к Южной Атлантике по аллее айсбергов. Так называют течение, транспортирующее антарктические айсберги. Правда, большинство из прошедших по этой аллее попадают на кладбище айсбергов у Южной Джорджии. В довольно мелких и теплых водах гибнут даже самые крупные ледяные глыбы. Так что, по мнению ученых, А-68 вряд ли станет серьезной угрозой для Мирового океана, но может знаменовать собой весьма опасную тенденцию. На этом у нас все. Кому понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал, жмем на колокол, чтоб не пропустить новое видео. Всем пока-пока. I'm an albatross.